уже бол бәйесте де набисин сайтсад де хайезы хайуа самашим все юсоте он хажа лаводдеве нюсоте машин юсоте улудава за рулем кянква без права подложи номер жак самашиета. Таких историй у инспекторов очень много, и порадовать собравшихся в зале хорошей статистикой и примерным поведением автолюбителей на дорогах правоохранители не могут. За 8 месяцев этого года в Ингушетии зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 30 человек погибли и 254 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом количество аварий выросло на 44%. Страшная цифра. Тем более для нашей республики, для нашего народа. Цифра есть. И что самое страшное, это все участники вот этих дорожно-транспортных происшествий, это все жители нашей республики. Качкамын сагвац, Кач регионышкир сагвац, Жбейнаха, Вейба, и в большей степени, в большей части это молодежь. Молодые кигина больше. Самые незащищенные участники дорожного движения – это дети. Согласно статистике, за 8 месяцев этого года в результате аварии пострадали 48 детей. Некоторые остались инвалидами на всю свою жизнь. Сход граждан именно в селении Кантышево правоохранители и Общественный совет при МВД проводят не случайно. Именно здесь, накануне, по инициативе временно исполняющего обязанности министра МВД по Ингушетии Алексея Козярского подразделения госавтоинспекции провели рейд. В результате выявлено 36 административных правонарушений. Цифры, я вам скажу, неутешительные. В пятницу было доставлено 7 транспортных средств. Это все не целый день работали люди. Буквально 2-3 часа Помимо рейдовых мероприятий на дорогах, инспекторы провели профилактическую беседу с нарушителями с участием богословов, личного состава, родителей и родственников. Это мы делаем для того, чтобы была профилактика, потому что люди, которые сразу, если за передачу руля, сразу штраф 30 тысяч рублей. За перегон машины 1800 рублей, за стоянку 1800 рублей. А машина всего стоит 50, 70, 100 тысяч рублей, понимаете? И поэтому сегодня я думаю, что вот такие мероприятия, если мы часто будем проводить в населенных пунктах, то и аварийность меньше будет, потому что мы изымаем те машины, которые сегодня бесхозные, можно сказать, если не стоят, на учете не стоят, если у них документов нет, значит, их можно где угодно применить, потому что можно и взорвать эту машину, можно и где-то, потому что если никто не отвечает за этот транспорт. Видел, как работают эти работники госавтоинспекции и другие структуры. Понравилось. Есть результат очень хороший, но это мало. Тут надо работать больше. Есть такие случаи, когда инспекторы идут навстречу молодым людям. По распоряжению исполняющего обязанности министра МВД Ингушетии нарушителя правил дорожного движения, который управлял транспортом без прав, направили в ДОСААФ на учебу. Если говорить о самых частых причинах ДТП, это управление транспортом в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу движения и не только. К сожалению, в последнее время наблюдается, скажем, скачок такой ДТП, где фиксируется наезд на впереди движущееся транспортное средство, в результате которых и пострадавшие есть, и погибшие. И с мототранспортом у нас тоже ситуация тревожная. Такие выездные профилактические мероприятия планируют проводить во всех городах и сельских поселениях республики. Рина Цичоева, Хасан Евлоев, Магаз 24.